ОБСЕ. Что происходит? Ну, у меня другая проблема. Мы не можем поехать в Крым. И они никого не пускают в Крым. И мы это говорим на каждой встрече. То, что вы не пускаете ни одну мониторинговую миссию, ни одного комиссара, ни по правам человека, ни по свободе слова. Нужно, Мария? Никого. Да, мы понимаем. Но мы стучим во все двери. И получается, что, ну вот даже, да, Организация Объединенных Наций. Вот посмотрите, что русские исполняют решения Международного суда ООН. Да, вот это промежуточные меры по відновленню Меджлиса, да, там, права, да, вообще все равно. И что? Что-то может сделать какая-то международная институция? Ну, к сожалению, мы тоже об этом открыто говорим, что необходимо реформирование Организации Объединенных Наций. Да, сейчас тяжело, потому что вот член Рады Безпеки, да, это российская, то есть ну, сама страна, которая просто не то, что нарушает, пока это Россия военный... в таком статусе, и пока этот статус позволяет блокировать, ничего не будет. Да, но реформирование это занимает годы, а нам надо уже сейчас, чтобы, простите, не искоренили и не уничтожили коренное население Крыма. Я уже не говорю о тех гражданах Украины, вне зависимости от того, они русские, украинцы, но они защищают проукраинскую позицию. Да? Вот ситуация с Балухом. Ну просто абсурд. И реально мы сейчас видим, насколько эти абсурдные решения. Вот даже не брать там, грубо говоря, они же кричат, там, рассказывают, как они защищали русское население, все остальное. Но на самом деле для них полуостров нужен был только для того, чтобы укрепить свою военную базу. Потому что мы все знаем, какое количество оружия и какой тип оружия сейчас, как они пичкают этот полуостров. Сколько военных они переселили на этот полуостров. Это все очень сложно, потому что потом это все вернуть, это года необходимо.